Здравствуйте, ребята, уважаемые знатоки русского языка! Стихами Бориса Пастернака мы начинаем наш урок. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших лет, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Замена прямой речи косвенной. Сегодня мы на уроке должны будем научиться различать предложения с прямой и косвенной речью, определять место слов автора прямой речи, правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, обосновывать их постановку. Начнем с орфоэпической разминки. Будьте внимательны. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Выпишите это слово. Читаем. Проверяем. Загнутый. Переходим к паронимической разминке. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Будьте внимательны, читаем. Находим лексическую ошибку. Слово «предоставить». Работодатель обязан предоставить оплачиваемый учебный отпуск работнику, который учится в аспирантуре заочно. Я уверена, что вы справились с этим заданием на отлично. Итак, следует помнить, косвенная речь – одна из форм передачи чужой речи, синтаксически организованная в виде сложно подчиненного предложения. Первое. При замене прямой речи косвенной личные и притяжательные местоимения, а также личные формы глаголов передаются от лица автора, а не от того лица, чья речь передается. Обратите внимание на примеры. Косвенная речь. Чичиков говорил, что он давненько не брал в руки шашек. В прямой речи давненько не брал я в руки шашек, говорил Чичиков. В косвенной речи помещица спросила, как его имя. В прямой речи помещица спросила, как ваше имя. Второе правило. Если прямая речь выражена повествовательным предложением, то при замене косвенной она передается изъяснительным придаточным предложением с союзом «что». Обрати внимание на примеры. Павел, уходя из дома, сказал матери: «В субботу у меня будут гости из города». В косвенной речи Павел, уходя из дома, сказал матери, что в субботу у него будут гости из города. Третий пример. Если прямая речь обозначает приказание со сказуемым в повелительном наклонении, то при замене косвенной она передается придаточным предложением с союзом «чтобы» или простым предложением с дополнением в неопределенной форме. Обрати внимание на примеры. Прямая речь. «Посвети барину», – сказал Бирюк девочке. А в косвенной речи Бирюк велел девочке посветить барину. Прямая речь. «Отпусти его», – шепнул я на ухо Бирюку. В косвенной речи я шепнул на ухо Бирюку, чтобы он отпустил его. Четвертое правило. Если прямая речь является вопросительным предложением, то при замене косвенной она передается косвенным вопросом с частицей «ли» или союзным словом «который», «какой», «что» и другие. При косвенном вопросе в этом случае вопросительный знак не ставится. «Какая же ваша будет последняя цена?» – спросил, наконец, Собакевич. А в косвенной речи
Собакевич спросил, наконец, какая же будет его последняя цена. Пятое правило. Косвенная речь менее эмоциональна, чем прямая. Имеющиеся в прямой речи обращения, междометия, частицы при замене опускаются. В таком случае получается приблизительный пересказ прямой речи. Обрати внимание на примеры. Итак, прямая речь. Он нагнулся к ней и спросил: «Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная!» А вот косвенная речь. Незнакомец нагнулся к бедной собаке, ласково спросил, откуда она, не ушиб ли он ее. Будьте внимательны. При замене прямой речи косвенной избегайте следующей очень распространенной ошибки. Он сказал: «Я скоро приеду». Правильная форма: он сказал, что скоро приедет. Форма первого лица неприемлема. В предложениях с косвенной речью встречаются следующие грамматические ошибки. Первое. В предложении с косвенной речью не употребляются в придаточной части союз «что» при наличии союза «ли». Правильный вариант. Мама спросила, смогу ли я помочь ей вымыть окна. Второй вариант. При переводе прямой речи в косвенную в придаточной части использовано личное местоимение «я», что недопустимо. Правильный вариант. В своих воспоминаниях Короленко писал, что он всегда видел в лице Чехова несомненную интеллигентность. Исправьте следующие грамматические ошибки. Читаем, будьте внимательны. Работаем. Правильный вариант. Автор сказал, что он не согласен с мнением остальных. Второе предложение. Читаем, будьте внимательны. Проверяем. Как сказал журналист, что 3 его жизней не хватит, чтобы исчерпать тему Байкала. Третье предложение читаем, будьте внимательны. Проверяем. Не случайно герой говорит, что он никогда не прячется за чужими спинами. Переходим к вопросам рефлексии. Итак, ребята, какая цель была поставлена в начале урока? Подумайте и ответьте. Как вы считаете, достигли мы ее или нет? Что вам понравилось? Какой вид работы был вам особо интересен? Спасибо за внимание. До новых встреч!